Доброе, бодрое утро. На календаре 30 июля, среда. Среда не суббота, но помечтать охота. Вот именно с такого выражения мы начнем это утро. Ведь мечты – это ориентир, который позволяет нам не сбиться с пути. Это проекция будущей жизни. Пусть сегодня новая утренняя мечта поможет вам встать с дивана и действовать, двигаться вперед и достигать своих целей, а также раскрыть себе лучшие качества. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Мы приветствуем всех наших любимых, дорогих утренних телезрителей. Мы работаем в прямом эфире, поэтому присоединяемся к нам. Как всегда, у нас все будет очень так динамично, стремительно, поэтому, я думаю, проснуться вместе с нами будет не только приятно, но и полезно. Ну и как всегда, давайте же узнаем, какая у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. В Заречной группе 19-27 выше 0. В южных 13-16 со знаком плюс. В Вилюйской группе 15-22, в Нижнеленских 16-24, в западных 15-20. В Колымын-Дигирской группе Улусов 12-29 со знаком плюс, в Янских 14-23 выше 0. На северо-западе ожидается до плюс 19 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 25 градусов. Прекрасные летние теплые деньки, конечно, радуют нас каждый день. Но я думаю, сейчас самое время уже просыпаться. И, конечно же, в этом нам помогут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С марта будущего года в силу вступят новые правила сроков внесения платы за жилье и коммуналку. Если раньше предельный срок для внесения платы составлял 10 число следующего месяца, то теперь будет немного больше времени для расчетов. Новые сроки внесения платы и направления платежных документов не подлежат изменению ни договором управления многоквартирным домом, ни решением общего собрания жильцов. А это означает, что все жильцы будут следовать единому графику. Таким образом, с весны будущего года станет легче планировать свои расходы на жилье и коммуналку, а управляющие компании получат четкие ориентиры для работы. В Имяконском районе продолжают работать специалисты Министерства сельского хозяйства республики. Ведется подсчет ущерба. На сегодняшний день известно, что в Имяконе затопило 43 коровника. Учтены ущербы по посевам корма в объеме 40 гектаров, в том числе 70 гектаров посевных однолетних кормовых культур. Также зафиксировано затопление сенокосных и пастбищных угодий и коневодческих баз. Отмечу, что в этом году в республике заготовлено 434 тысячи тонн села, 24 тысячи силоса, 13 тысяч тонн сенажа. В скором времени Минсельхозом будут организованы мобильные бригады для перевозки сена в пострадавшие районы. На сегодняшний день из-за затопления сенокосных угодий в северных районах план занижен до 395 тысяч тонн. На сегодняшний день мы должны выполнять от поставленного плана 91%. На сегодняшний день скошено 68 тысяч гектаров и заготовлено 53 тысяч тонн. Это составляет 12% от установленного плана. А вот за нарушение весового контроля теперь можно схлопотать штраф в размере до 600 тысяч рублей. В Якутии вступили в силу новые меры, усиливающие ответственность за нарушение правил весогабаритного контроля. Также внесены изменения, касающиеся ответственности за нарушение порядка размещения информации об условиях движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и использования системы выдачи специальных разрешений. Владельцам транспорта рекомендуем внимательно соблюдать новые требования, чтобы избежать крупных штрафных санкций. Летний день с зимой спорит. Хангаласский филиал ГУП-ЖКХ ведет ремонтные работы в преддверии наступающей зимы. Так, в Покровске на каждом участке проводится замена магистрального теплопровода на пластиковые трубы. Работники жилищно-коммунального хозяйства добросовестно доводят работы до завершения для того, чтобы жители Улуса провели зиму в теплых домах. В данное время проводится капитальный ремонт на нашем участке. В данное время заменено 1,5 километра только тепловых сетей на данном участке. Плюс холодное водоснабжение и горячая вода.
производится монтаж тепловых сетей, трубы железные, полипропилен, новые технологии внедрены. Вот их же как бы монтируем, монтаж производим. Эта работа произведена на 70%. Осталась буквально изоляция тепловой сети на данном капитальном ремонте. И мы продолжаем наш утренний эфир. Цифры, обнародованные учеными Пироговского университета, звучат как тревожный сигнал. Число людей с ожирением в мире превысило 1 миллиард. Но особенно пугает динамика среди детей. За последние 30 лет детское ожирение выросло аж в 4 раза, в то время как у взрослых почти устроилось. Исследования фиксируют резкий скачок как среди мужчин с 4% до 14%, так и среди женщин с 8% до 18%. Эта глобальная эпидемия не обошла стороной и Россию. Почему наши дети стремительно набирают лишний вес? Чем опасно детское ожирение и как родители вовремя распознать эту проблему? Чтобы разобраться в этой сложной теме и найти пути решения, мы сегодня пригласили врача-эндокринолога Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины Николая Данилова. Николай, доброе утро. Здравствуйте. Как вы прокомментируете подобную статистику, да, и насколько эта тенденция характерна для нашего региона? Тут тоже все вот так очень плохо? К сожалению, да, так оно есть. Якутия не является исключением, да, из этого негативного тренда. Даже вот из личного опыта могу сказать, когда я работал в поликлинике, почти половина обращений как раз-таки были связаны с избыточной массой тела, да, или ожирением у детей. Угу. То есть это и коснулось и нас, да? Да. Наблюдаете ли вы такой резкий скачок именно среди своих пациентов на сегодняшний день? Вообще-то, да. То есть, как я уже говорил, да, то есть примерно половина обращений именно как раз-таки связана с ожирением или избыточным весом у детей. Ну а каковы основные причины? Фундаментальной причиной с точки зрения физиологии является несоответствие между поступлением и расходованием энергии, которую получает человек вместе с пищей. То есть, если человек съедает больше еды, чем ему требуется для поддержания своей жизнедеятельности, то вот этот формирующийся избыток как раз-таки он откладывается в виде жировых отложений. То есть много едим и мало тратим? Да. Логично, хорошо. Ну а чем же вообще опасно ожирение в детском возрасте, да, и какие заболевания потом уже, возможно, во взрослой жизни могут возникнуть? Вот когда мы говорим о детском ожирении, мы должны понимать, что оно формируется на детском организме, который еще не до конца развит, да, не до конца сформирован. И, естественно, у нас появляются долгосрочные риски, которые связаны с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с заболеванием опорно-двигательного аппарата. То есть даже у детей с ожирением намного чаще встречается плоскостопие, чем у детей со здоровой массой тела. Также, конечно, высокий риск эндокринных нарушений в будущем, да, то есть тот же диабет второго типа. Могут появиться в будущем психологические проблемы, то есть сниженная самооценка, депрессивные состояния. И повышается риск, к сожалению, онкологических заболеваний у таких пациентов. Ну, Николай, бывает такое, да, что родители в детском возрасте смотрят на свое чадо и говорят, да вытянется еще, да, время пройдет. Ну вот чуть-чуть, еще чуть-чуть, и вот в рост пойдет и резко похудеет. А вот как вовремя-то заметить, что уже не похудеет и что нужно бить в колокола? Ну, вообще, конечно, когда мы видим человека каждый день, да, когда мы круглые сутки рядом с ним находимся, мы же обычно не замечаем, да, какие-то изменения внешности, но родители могут заметить определенные моменты, то есть, допустим, размер одежды, да, то есть, когда ребенок у нас уже не так свободно уже может надеть одежду, да, своего обычного размера, ну, не считая случаев естественного физиологического роста. Родители также могут заметить, что ребенок стал хуже физической нагрузки переносить. То есть, ну, к примеру, ему стало сложнее на свой этаж подниматься пешком по лестнице. И третий момент, он тоже проистекает из второго, это сниженная физическая активность. То есть, допустим, ребенок вместо того, чтобы поиграть на улице, да, там футбол, допустим, поиграть, он начинает лежать с телефоном, да, за компьютером сидеть. То есть, в принципе, такие очевидные вещи, которые может заметить каждый, да, родитель. Конечно. Но а с точки зрения вот эндокринной системы, да, вот этот резкий перепад веса, допустим, ну вот ребенок был немножко пухленький, потом все-таки похудел. Вот он как может пройти, знаете, вот, ну, без следа или все-таки все равно остаются какие-то проблемы? Ну, к счастью, детский организм, да, он имеет достаточно большие возможности по компенсации, да, по восстановлению. То есть, если мы вовремя заметим, да, вот эту тенденцию к набору веса и вовремя вес сможем снизить до нормального, то в целом каких-то серьезных последствий для здоровья у нас в будущем, ну, практически не будет. Да.
Главное вовремя заметить, Да. да? Хорошо. Ну а как часто и с какого возраста нужно контролировать вес ребенка у врача? Это опять вот возвращаясь к той истории, когда кажется, что все пройдет само, да? Ага, ну, практически вес у нас же контролируется с самого рождения, да, в течение всей жизни человека. У нас есть приказ, да, Минздрава Российской Федерации о проведении медосмотров. То есть ребенок там с момента рождения до 18 лет регулярно проходит медицинские осмотры, да, и важным компонентом, обязательным компонентом является определение антропометрических показателей, то есть рост, вес, индекс массы тела, да, и в работе врачи пользуются с нормативами, да, которые были разработаны Всемирной организацией здравоохранения. И когда мы видим, что какие-то показатели у нас уже выходят за пределы нормы, то тогда, конечно, оповещаются родители, и ребенок уже в дальнейшем приглашается на обследование к профильным специалистам. То есть, в принципе, в школе могут контролировать Да. уже, да, на медосмотрах. А и какие меры профилактики существуют? Возможно, тоже такой очень примитивный вопрос, да, но все же. Ага, ну, первое, конечно, это соблюдение принципов рационального здорового питания, да, потому что сейчас основу рациона современного человека составляют вот эти быстрые, рафинированные, легко усвояемые углеводы. То есть это все кондитерские изделия, да, шоколады, печенье и так далее, сладкие напитки, там, газированные напитки, натуральные соки, мучные изделия, да, из пшеничной муки и так называемый фастфуд. То есть первая задача, конечно, ограничить поступление вот этих вот легко усвояемых углеводов, быстрой энергии. Вот. Вторая задача — это создание необходимой физической активности для ребенка. То есть не обязательно это могут какие-то занятия спортом, да, в секциях. Это могут простые вот физические нагрузки быть. То есть те же пешие прогулки, да, можно даже вот с собакой, да, погулять, езда на велосипеде, активные подвижные игры. Этого тоже вполне будет достаточно, да. Ну и от себя хочу добавить, что все привычки, да, они формируются у нас с детства, в том числе и в семье, да. И, конечно, это уже задача родителей, да, и вообще всех взрослых, да, продемонстрировать в своем личном примере ответственное отношение к своему здоровью, да, к своему питанию для подрастающего поколения. Замечательные такие советы. Ну, а вот если, допустим, сейчас телезрители смотрят нас и понимают, что все-таки эта тема их касается, да, ребенок, возможно, сейчас спит, потому что каникулы, да, но уже мамочка такая сидит и думает, вот, мне кажется, мне уже пора обратиться к специалистам. В первую очередь, к каким специалистам нужно обращаться? Вообще, конечно, заболеваниями, которые связаны с избыточной массой тела, да, к сожалению, занимаются врачи детские эндокринологи. Ну, или же педиатры, да, которые могут направить к специалисту. То есть, в первую очередь, наверное, педиатру, да, а потом уже по специалистам. А на вашем опыте вот максимальный вес ребенка, который, вот, допустим, не соответствовал его возрасту, это вот сколько было? Ну, плюс-минус. Ну, порядка 130-140 килограмм. 130-140 килограммов? И это в каком возрасте-то? Мальчику сколько, девочке сколько было лет? Это уже подростки или это еще маленькие совсем? Ну да, подростки. Это. Подростки, да? То есть, ну, не меньше 15 лет. 15, 16, 17. То есть уже ближе к взрослому возрасту. Да. Ну а если вот все-таки поговорить так на такую очень важную тему, как отучить ребенка вот от того фастфуда, от сладкого, потому что зачастую ведь это практически нереально. Где-нибудь, да он все равно найдет. Запретный плод ведь сладок. Да, ну смотрите, в общем-то, строго запрещать, я думаю, особого смысла не имеет. Да, то есть можно, конечно, ограничить количество, да, поступающих вот этих вот продуктов в организм. Ну, тут самое главное, конечно, это личный пример, да, подавать. То есть, если ребенок видит, что родители, допустим, всегда там по 10 пирожков, там, торты начинают есть, да, а ему говорят, нет, ты ешь салат, да, допустим, или огурцы какие-то, ну, овощи, да. Конечно, он будет чувствовать по отношению к себе несправедливость. То есть, если мы хотим, чтобы ребенок питался правильно, то и мы сами должны тоже правильно питаться. Поэтому начинается все с примера. Да. Николай, спасибо большое за такую полезную информацию. Мы, конечно, надеемся, что тема ожирения в республике, она, конечно, будет не такой актуальной, как сейчас, и со временем эти показатели все-таки уменьшатся. Спасибо вам большое. Желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня. Проблема здоровья сейчас у всех на слуху. Все чаще вспоминают слова Сократа о том, что здоровье не все, но все без здоровья – ничто. Правильная организация питания в сочетании с двигательной активностью поможет поддержать и укрепить здоровье. Необходимо убеждать своих детей, что физическая культура во всем многообразии – это и методы, и различные средства – это лучший друг и помощник каждого человека в любом возрасте. И можно начать с наших утренних зарядок. Сегодня это йога. Всем доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, я сертифицированный тренер по йоге. И сегодня мы с вами сделаем бодрящую зарядку-разминку. Следующее упражнение. Ножки в тадасана.
Правая ножка вперед, левой отшагиваем назад, ставим на колено. Правая ножка, угол 90 градусов, либо чуть пошире. Поднимаем ручки вверх, наклон назад, таз вперед. Отлично. Ручки перед собой, отшагиваем назад, планочком подкручиваем таз. Вдох, плечи от ушей, выдох и вдох. Отлично. Правая ножка вперед, левая ножка вперед. Правой ножкой отшагиваем назад, правая ножка на колено. Левая ручка, правая ручка соединяются, таз вперед, в грудном отделе прогиб, вдох, выдох. Ручки перед собой, выходим в планочку. Так, правая ручка по центру, левая ручка разворачиваемся вверх, вдох, с выдохом меняем положение. Вдох и выдох. Отлично. Восстанавливаем дыхание, делаем хороший вдох в живот. С выдохом расслабляемся. Снова вдох в центр живота. Выдох, расслабляем область живота. И вдох, выдох. И завершающее упражнение. Ставим ручки так, чтобы локти были развернуты в сторону. Пальчики полностью друг от друга отделяем. Пальчики сзади на высокий, предварительный вдох. И с выдохом выталкиваем себя сильными ручками назад к бедрам. Можно подсогнуть коленки. И притягиваемся низом живота к бедрам. Вдох. С выдохом подтягиваем правую ножку вверх. И к грудной клетке. Выдох. И вдох. С выдохом меняем. Левая ножка вверх, вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Из этого положения можно лечь, отдыхать в шавасану, восстанавливаться, если у вас есть на это время. Спасибо всем. До свидания. Сегодня отличный и замечательный праздник – Международный день дружбы. Праздник для всех и каждого. В 2025 году его отмечают именно 30 июля. Согласно недавно проведенному социологическому исследованию, самым дружелюбным из городов является австралийский Сидней. Из национальностей самыми общительными признаны бразильцы и филиппинцы. Поздравьте своих друзей сегодня. А вот какими еще события произошли в этот день, узнаем далее. На календаре 30 июля. Сегодня отмечают Международный день дружбы. По народному календарю Марина с Лазарем. На Руси день Марины с Лазарем считался временем зорниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: сухая молния калит, хлеб в цвету, наводит ржу на траву. Это день в истории. 1792. На улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза». 1975. В Хельсинки открылся заключительный этап совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 1991. Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке. В этот день родились 1511. Джорджо Вазари, итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма. 1754. Серафим Саровский, великий подвижник русской православной церкви и чудотворец. 1768. Федор Биберштейн, немецкий ученый, ботаник и путешественник. 1796. Родился Никита Муравьев, русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов. 1863. Генри Форд, американский промышленник, основатель компании Ford.
1948. Жан Рено, французский актер испанского происхождения. Именины сегодня отмечают Вероника, Леонид, Маргарита и Марина. Лето дарит нам не только солнечный свет и натуральные витамины, но и опасности в виде отравлений, которые провоцируют многочисленные вредные бактерии. Они комфортно размножаются и чувствуют себя при повышенной температуре воздуха. Вот почему в летний период особенно важна профилактика отравлений. Доброе утро! Летний сезон – это пора пикников, барбекю и свежих продуктов. Однако именно в это время возрастает риск пищевых отравлений. В жаркую погоду бактерии и микроорганизмы в продуктах размножаются быстро, и неправильная обработка или хранение еды может привести к тяжелым болезням. Чтобы избежать отравлений, следуйте простым правилам. Никогда не оставляйте приготовленную пищу на солнце или в жарком помещении без холодильника более часа. Особенно опасны мясные, рыбные и молочные продукты. Их следует хранить в холодильнике при температуре ниже плюс 4 градусов Цельсия. При приготовлении пищи используйте чистую посуду, ножи и доски, чтобы избежать перекрестного заражения. Важно тщательно прожарить или проварить мясо и рыбу, чтобы уничтожить все бактерии. Мойте руки до и после работы с сырыми продуктами. Перед употреблением овощи и фрукты необходимо хорошенько мыть, а для зеленых и листовых лучше использовать раствор для дезинфекции, например, раствор пищевой соды или просто горячую воду. Не покупайте продукты с истекшим сроком годности или сомнительным внешним видом. Обратите внимание на состояние консервов, мясных и молочных продуктов в магазине. Их качество должно быть без повреждений и с правильной этикеткой. На даче и в походах обязательно берите с собой холодильные сумки и охлаждающие элементы. Следите за свежестью продуктов и не рискуйте здоровьем ради вкусной еды. Будьте здоровы! Ну а середина лета – это жаркая пора для всех дачников во всех смыслах. Основные работы на огороде и в саду в июле предполагают не только усиленный уход за посадками и подкормки, но и проведение мероприятий по защите растений от болезней, вредителей, засухи и перепадов температур. Конечно, у каждого дачника есть свои секреты, но и в нашей рубрике «Сад-огород» можно получить полезные советы. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Сад и огород» я расскажу об актуальных проблемах дачников. И первая проблема – это застройка и затопление. Они идут бок о бок. Соответственно, когда у вас у всех одинаковые участки на одном уровне, все нормально, все в порядке, но надо не забывать, что у нас есть мерзлота. Соответственно, кто-то начинает стройку, отстраивается, отсыпается. И оттуда вода переходит на соседние участки. Соответственно, больше отстройки, и бывает так, что прям у вас получается как чаша, линза. И любые растения к этому не предрасположены, и начинается загнивание корней. Как этого избежать? Ну, можно, конечно, опять же, отсыпать участок, а можно делать дренажную систему. Дренажная система делается, что выкапывается ров, там 50-50-50, и выстилается нетканым материалом. Подходит нетканый материал как давнит, вот такой нетканый материал, либо геотекстиль. 90-й или 120-й. Туда кладется, если сильное затопление, кладется дренажная труба с отверстиями. Если нет, то просто щебень. И, соответственно, ее надо сделать по уклону, чтобы вода скатывалась и уходила в куда-то другое место. Проблема номер 2 – это холода. Весенние, осенние. Но, например, нынче, в этом году, очень запоздалое лето, соответственно, и холода были намного дольше. Чтобы этого избежать, можно разные методы. Бывает дождевание, то есть полив теплой водой, соответственно, и когда она испаряется, становится теплее. Некоторые еще дымокурят. Дым оседает на метрах 5-10 и делается такая завеса от холодов. Можно же также использовать нетканый материал, это удобно, практично. Его используют, от холодов это 60-й. Вот есть разная плотность. Например, самый тонкий его используют от жары и от вредителей. А от холодов именно 60-й, самый плотный материал. Вот он так выглядит. Его именно на парники, на укрытие какие-то временные используют весной и осенью. Летом нет необходимости.
Следующая проблема – это нехватка полива. Ну, не у всех есть доступ к поливочной воде, соответственно, и вот решение проблемы. При том, как вы заказываете воду, можно использовать именно капельную систему. Она используется, ну, есть разные системы, соответственно, но все капельные системы, они экономят воду, это самое главное. И некоторые идут сплошняком, то есть поливают какие-то линии, а есть те, которые именно используют капельницы, то есть целенаправленно под растения. Ну, под одни растения это подходит, под одни нет. Например, это подходит под точечные растения, там, кабачки, арбузы, огурцы, томаты и так далее. Под морковь, конечно, это не подходит, там немного другие, но тоже такие системы есть. Соответственно, эта система работает от самотеком, от емкости, главное ее поставить повыше. Тут есть фильтр, клапаны и так далее. Очень удобно и главное экономить и время для полива, и саму воду. Я вот недавно задумалась, что зачастую для улицы или для дачи используется природная тематика. Ну, допустим, Ландышевая улица, Огурцовая, Сиреневый проезд, Речная, Малиновая дорожка, Озерцовая. Ну, а в целом улицы городов, сел, деревень – это немые свидетели и хранители истории. У них, как и у людей, своя судьба, свое имя. Они сохраняют память о тех или иных событиях, известных личностях и о многом другом, чем богата наша история. Многие улицы названы в честь писателей, поэтов, композиторов, знаменательных дат и праздников, а также героев гражданской и Великой Отечественной войн. А это мало знать, это необходимо помнить. Приветствуем, дорогой зритель! Сегодня вместе с тобой я бы хотела пройти по улице имени Курашова Ефима Ивановича. Курашов Ефим Иванович являлся командиром 2-го батальона 226-го Петроградского полка. Под его командованием был выигран Беслярский бой. За мужество и героизм Курашов был награжден орденом Красного Знамени и нагрудным знаком якутского ЦИК. Протяженность улицы чуть более 1 километра. На ней располагаются торговые центры, жилые комплексы, сухой фонтан, сквер труженикам тыла, Верховный суд Республики Саха-Якутия, памятная доска героям сельского хозяйства и школа номер 7. Курашовой улица стала с 1923 года. До этого она была известна как Громовая, а еще раньше как Парниковский переулок. Название произошло от имени известного предпринимателя, жившего на этой улице, Василия Парникова. На углу с улицы Казарменной, ныне известной как Орджоникидзе, располагался его двор. Также на углу с этой улицы располагались постройки известного торговца Гринштейна. На территории ныне стоящего Верховного суда был двор местного тайона. Позже там было Министерство местной промышленности, а затем и квартиры горожан. На другой стороне стоял дом казака Митрофана Большего. На этом же месте в 1945 году было возведено двухэтажное здание. Оно было создано специально для передовиков. Также на углу с улицы Большой, ныне это проспект Ленина, стоял синематограф и фотоателье полицейного Василия Приютова. Позже на этом месте обосновалась контора «Восток-кино», а в 1934-м – «Якут-кино», в 1936 по 1942 – городской кинотеатр. До нынешней улицы Пояркова улица Курашова не доходила. За улицей Ломоносова жили извозчики, рабочие, один казак и шорник. Только в 50-х годах началась активная застройка деревянными домами частными и государственными. Они были снесены не так давно. Вот такая интересная улица есть в нашем городе. Мне было очень интересно узнавать что-то новое о нашем родном городе и, надеюсь, вам тоже. На этом я бы хотела закончить сегодняшний выпуск. Спасибо всем большое за внимание и до скорых встреч! Продолжим тему получения новых знаний. Многочисленными научными исследованиями доказано, что дети, изучавшие несколько языков одновременно, это билингвы либо полилингвы, имеют более пластичный мозг. Нейронные связи в нем намного богаче. В будущем таким людям будет легче обучаться. Давайте попробуем изучить якутский язык вместе. Сегодня поговорим о чертах характера. Аня, какие люди тебе нравятся? Мне нравятся люди добрые, честные и так далее. Отлично.
Сейчас мы выучим несколько прилагательных для описания характера. Слушай и повторяй за мной. Добрый. Эйерес. Эйехес. Веселый. Көрдөх. Кердех. Отзывчивый. Саягас. Саяхас. Честный. Кырджыксыт. Кырджыксыт. Молодец. Справедливый. Сердэх. Сердех. Трудолюбивый. Үләхет. Үләхит. Активный. Көхтөх. Көхтех. Общительный. Кепсетиннен. Кепсетиннен. Скромный. Семей. Семей. Умный. Өйдөх. Эйдех. Смелый. Корсун. Хорсун. Молодец. Теперь составим с этими словами простые предложения. Замечу, что якутские прилагательные не склоняются по родам и падежам. Поэтому присоединяем прилагательное к существительному, согласуя в лице и числе. Итак, составляем предложение. Моя мама добрая. Ием эйерес. Эйем эйехес. Мой папа трудолюбивый. Агам үләхет. Ахам үләхит. Моя сестра умная. Эджиим. Эйджим. Өйдөх. Эйдех. Мой брат общительный. Убайым кепсетиннен. Убайым. Убайым. Кепсетиннен. Кепсетиннен. Молодец. Моя собака смелая. Итым корсун. Итым. Итым. Корсун. Хорсун. Наша бабушка скромная. Эбәбит семей. Эбәбит Эбебит. семей. Семей. Все, мы закончили. Итак, мы выучили несколько прилагательных для описания характера. Теперь вы можете положительно отозваться о ваших близких. Керсех хадери. Керсё хадери. Ну а сейчас давайте узнаем, что же произошло на территории нашей республики и за ее пределами. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутии с начала этого года 768 семей направили материнский капитал на образование детей. Причем средства господдержки можно использовать не только на обучение в ВУЗе, но и на занятия в кружках и спортивных секциях. Обязательное условие – обучающая организация или ИП должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Подать заявление о распоряжении средствами можно на портале госуслуг. С наступлением жаркой погоды в Амгинском районе увеличилось число отдыхающих. 2 госинспектора и техник ГИМС МЧС России по республике усилили патрулирование мест купания. Они проводят профилактические беседы с жителями и гостями района, разъясняя правила поведения на воде и оказания первой помощи, а также раздают памятки. На данный момент происшествий на реке Амгея не зарегистрировано. Сотрудники ГИМС призывают всех соблюдать меры предосторожности во время отдыха у воды. Муниципальными образованиями мы работаем, отправляем им письма, чтобы они работали с населением по безопасности на водных объектах. Также выезжаем в рейды, в патрулирование, проводим беседы. Ежегодно мы регистрируем около 20 маломерных судов. Сейчас на учете в Амгинском районе состоит 319 маломерных судов. К сожалению, в прошлом году у нас случилась одна трагедия. Село Михайловка. Местность Чикыр-1. Там утонул мужчина 75-го года рождения.
Ну а в Вилюйске началась двухдневная стратегическая сессия, которая направлена на развитие Вилюйского улуса. Основными целями стали разработка показателей к стратегии социально-экономического развития района и обучение муниципальной команды инструментам стратегического планирования. Всего принимают участие 64 руководителя предприятий, а также муниципальные служащие. Обучение проведут директор по развитию Высшей школы инновационного менеджмента при главе Якутии Иннокентий Ксенофонтов и руководитель проекта Центр развития территории Степан Грязнухин. По 9 направлениям мы, например, вот уникальностью Вилюйского улуса будет то, что мы указ по развитию местного производства и туризма сейчас мы разделили на два на два проекта, то есть портфеля, да, и будут разработаны раздельный туризм и местное производство. Но все равно они будут не раздельно связаны. Я думаю, что для командной работы и развития всех направлений будут вот такие стратегические сессии, помогут сплотить команду, но в том числе и развить Вилюйский улус. Открыт проект «Тихая Якутия», в рамках которого будут проводиться экскурсии на русском жестовом языке. Особенность задумки заключается в том, чтобы делать туризм доступнее и знакомить людей, обладающих нарушениями слуха, с культурой нашей республики. Кроме этого, в рамках проекта проходит обучение гидов-экскурсоводов, которые впоследствии получат документы, подтверждающие их квалификацию. Инициатива стала возможной благодаря гранту Росмолодежи и Дарьи Топыровой, автору проекта. Экскурсии будут проводиться до 5 августа включительно. Я сама очень люблю путешествовать по разным городам, и мне бывает очень трудно на экскурсиях без переводчика и без гида. Когда я ездила в Казань, в Республике Татарстан, там увидела, что есть гид, оказывается, который владеет жестовой речью. И я сразу подумала, почему у нас в республике такого нету. И поэтому придумала такую идею, проект написала, попробовала. Мы выиграли этот грант и начинаем нашу работу. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программу «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. И вы вновь смотрите «Утро Якутии». 18 августа в Якутске стартует федеральная программа «Мама-предприниматель», которая уже более 10 лет помогает женщинам воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. Участниц ожидает бесплатное обучение, поддержка экспертов и шанс получить грант. Как проходит отбор и что особенного ждет участниц в этом году, нам расскажет Анна Филиппова, начальник отдела образовательной поддержки Центра «Мой бизнес». Доброе утро. Здравствуйте. Ну, «Мама-предприниматель» – это программа уже на слуху у многих, да, работает уже около 10 лет, если не ошибаюсь, да? Ну а почему она остается актуальной сегодня, спустя уже столько лет, и что ждет участниц в этом году? Хотелось бы начать с конца. В этом году федеральная программа «Мама-предприниматель» проходит и его проводит Министерство эконом-развития Российской Федерации. Главными партнерами в этом году являются Валберес и Сбер, наш российский банк. Надо сказать, что за эти годы действительно ежегодно выпускаются и проходят обучение по этой программе достаточно большое количество молодых мам, женщин с несовершеннолетними детьми, которые желают стартовать и реализовать свой стартап на деле. Почему же эта программа актуальна и остается таковой на протяжении многих лет? Дело в том, что старт в бизнес ежегодно каким-то образом видоизменяется. Меняются реалии, какие-то условия. И для того, чтобы минимизировать риски, необходимо, конечно же, обладать знаниями того, чтобы как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, какие есть изменения в налоговой системе у нас на сегодняшний день, и каким же образом рассчитать бизнес-план, чтобы успешно стартовать в бизнесе и реализовать себя, может быть, во время декретного отпуска. Что зачастую бывает, да? Да, конечно. Ну а статистика говорит, что 67% женщин хотят сделать свой бизнес, да, но 82% из них просто не решаются именно из-за нехватки, возможно, знаний, либо каких-то других барьеров, да. А вот как программа «Мама-предприниматель» конкретно помогает переступить все-таки этот барьер и вообще что входит в интенсивное обучение? Действительно, самый большой страх – это страх сделать первый шаг.
То есть вроде бы есть бизнес-идея, есть возможности, какие-то ресурсы уже, но вот сделать первый шаг, переступить себя, свой психологический барьер, может быть даже буквально такую мотивацию иметь и понимать пошаговую инструкцию для себя, это бывает довольно сложно. И поэтому программа как раз направлена на то, чтобы нашим молодым женщинам помочь сделать этот первый шаг. То есть они начинают понимать, что вот действительно я могу вот зарегистрироваться, выбрать для себя оптимальный организационно-правовой статус индивидуального предпринимателя или самозанятой и начать свой бизнес и вести прозрачный разговор с государством. Ну а что же входит в интенсивное обучение? Это, наверное, вот все-таки в первую очередь, наверное, это работа с каким специалистом? Психологом, который для начала тебе скажет, что ты можешь, да? Но на самом деле, может быть, психолог стоит здесь не на первом месте. Да? Надо сказать, что обучение проходит в течение 5 дней. И в это время участницы под руководством наших бизнес-тренеров, преподавателей знакомятся с азами основ предпринимательской деятельности. Кроме этого, мы для них организуем, конечно же, и бизнес-визиты предпринимателям для того, чтобы познакомиться с опытом становления. Далее у нас есть в программе и развитие мягких скиллов, таких как ораторское мастерство, эмоциональный интеллект. Это и утренние встречи, различные беседы с интересными людьми, в том числе и с предпринимателями. То есть я хочу подчеркнуть, что программа будет весьма интересной и насыщенной. Ну а на что в первую очередь обращает внимание отборочная комиссия, да, при рассмотрении анкет? Даже вот сейчас, наверное, многие, возможно, мамочки сидят и говорят: о, это же про меня история. Ну а как будете все-таки отбирать этих участниц? Надо сказать, что участницы подают заявку на портале mamapredprenimатель.рф. Это федеральный портал, на котором очень удобно расположены подача заявок, и построчно участница заполняет свою бизнес-идею, отвечая на вопросы заявки. Далее мы получаем эти заявки и проводим отборочный этап, первый этап, скажем, вот этого нашего обучения. Далее мы приглашаем участниц пройти уже очное обучение с 18 по 22 августа. Надо отметить для участниц, что в этом году одним из таких моментов является на то, что нам рекомендовали обратить внимание на развитие приоритетных отраслей экономики нашей страны. Туда входит развитие образования, здравоохранения, различных бытовых услуг, экономики, промышленности и так далее. Ну, то есть нужно быть все-таки идти в ногу со временем, да? Не надо придумывать какие-то бизнес-планы про что-то нереальное, да? Все-таки надо понимать, что актуально сегодня, да? Ну и, конечно, немаловажно поговорить о гранте, да? Потому что придумать один проект — это да, но реализовать его в любом случае нужны какие-то, ну, пусть небольшие, но все-таки деньги, да? И вот на какую сумму может рассчитывать в этом году победительница? Победительница в этом году рассчитывает на сумму 150 тысяч рублей. Его предоставляет фонд «Наше будущее» Российской Федерации. Она заключает с ними договор, и, соответственно, ей переводят на это деньги. Но надо сказать, что каждая победительница каждого года принимает участие еще и в федеральном этапе, который будет проходить в конце года. И там уже участницы, отобранные со всей России в количестве 25 человек, претендуют на грант в размере 1 миллион рублей. 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Вот так. То есть и мы надеемся, да, что наша победительница может достойно представить свой бизнес-проект уже на федеральном уровне. И хотелось бы еще отметить, что вот продолжение второго нашего вопроса о том, что если мы проанализируем участниц прошлого года, то надо отметить, что 8 наших участниц зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и продолжают свой стартап уже в условиях реального времени, развивают его. Ну, это хороший показатель. То есть конкурс привел их к тому, что все-таки они сделали свой бизнес. Да. Да. Ну, а если вот для примера, допустим, да, вот что делать? Ну, без названия, конечно, без реклам. Ну, вот успешные проекты, это в какой сфере в основном?
Если мы посмотрим прошлые года, конечно же, да, то, конечно, вот на самом деле это совершенно разные бизнес-проекты. Это и гончарная мастерская есть, и открытие пространства для женщин, это развитие проката одежды, шитье очень популярно, это различные соляные комнаты, выращивание цветов. То есть мы видим, что направления и интересы у наших молодых мам очень разносторонние. И они готовы, и самое главное, могут это развивать, если у них есть поддержка их семьи и родных. Да, ну я думаю, когда вот сидишь в декрете, поддержка-то она вокруг тебя ходит, бродит везде, да, это и супруг, и родственники. Вот почему бы не сесть, допустим, вечерком, да, посидеть, пообщаться со своими близкими и придумать вот какой-то бизнес-план небольшой, да, зарегистрироваться, попробовать себя, ну и, собственно, и вдруг все получится. А вдруг это будет вот такой хороший стартап для вообще потом уже в будущем семейного бизнеса, да. Анна, спасибо большое за такую подробную информацию. Еще раз напоминаем, что у нас заявки еще принимаются. До 4 августа. До 4 августа, поэтому если вдруг желаете попробовать себя в этом конкурсе, дерзайте. Главное – желание. Спасибо. Приглашаем вас, наши дорогие женщины и мамы. Спасибо большое. Ну а мы движемся далее. А далее талантливые ремесленники и мастера Якутии, создающие уникальные рукотворные изделия, расскажут о своих источниках вдохновения и покажут свои работы. Историко-архитектурный комплекс «Старый город» стал центром декоративно-прикладного творчества в минувшие выходные, собрав под своими сводами мастеров и умельцев со всего города. На 2 дня горожане окунулись в атмосферу народного творчества, посетили различные мастер-классы и даже потанцевали под живое исполнение. Наталья Савинова приехала из села Сельдюкар Мирнинского района. У мастерицы за плечами более 30 лет работы с бисером. Как вспоминает Наталья, все началось с желания украсить наряды маленькой дочки. Когда родилась моя старшая дочка, я хотела ее нарядить, чтобы она красивая была, и начала вышивать бисером. Первая моя работа была оторочка для унтов. Это моя первая работа как талисман у меня со мной всегда. Я с собой всегда ее вожу, с собой беру. Как говорит Наталья, в творчестве для нее нет никаких ограничений. Мастерица со всей душой подходит даже к самым небольшим изделиям. От украшений талисманов до красивых дизайнерских сумок. Это у нас олени. 4 рода каюров, например, вот в этом рисунке. Это как эмблема у нас. Всегда вот так вот. На выставках обязательно вот эту сумку я беру с собой. Это тоже как талисман у меня. На вопрос, откуда черпаете вдохновение, мастерица отвечает, что ее вдохновляет природа нашего края, его богатый колорит и традиции. У нас якутская природа вообще красивая, разнообразная. Сезон зима, весна, лето, вот осень. Они дарят очень красивые такие краски. И вот этими я пользуюсь. В планах у мастерицы создать коллекцию украшений с изображением самых ярких представителей нашей якутской фауны. Как объясняет Наталья, коллекция будет состоять из 15 изображений наших якутских птиц и 15 изображений животных. Сама рисую, но нигде не училась, у меня художественного образования нету. Но как Бог даст, я так и делаю. Участие в выставке также приняли и начинающие предприниматели. Кирилл Протопопов создал и продвигает собственный бренд якутских украшений из дерева. Делаю украшения из дерева с эпоксидной смолой. Также делаю обереги на машину, кулоны в виде брюков, да, и вот детские украшения тоже делаю. На дерево наносится рисунок, изображение, рисунок, орнамент, узор, и сверху заливается с эпоксидной смолой. И получается такой эффект, блеск. Как объясняет дизайнер, особую популярность якутские украшения из дерева приобрели не только благодаря своему красивому сиянию, но и за доступные цены. К тому же изделия очень легкие и отлично подойдут в качестве подарка. Если потеряется, например, они сами говорят, что
не сильно жалко будет, как золото, например, терять. А по красоте даже Да, по красоте да, не уступает, но и даже превосходит, можно назвать, сказать. Вот, например, у меня популярные серьги сейчас на данное время. Якутские традиционные серьги. В нашем национальном стиле. И к ним вот идет такой вот Еленка-Веер. По словам Кирилла, создать свое дело ему удалось отнюдь не с первого раза. Мастер давно мечтал создавать украшения, но в свое время поддался веянию спроса. Я делал вот люстры из фанеры в якутском стиле. И тогда очень было популярно среди вот бабушек, у которых есть балаганы, якутский балаган. Они там заказывали люстры, бра, и вот поэтому я в таком русле пошел. Ну, когда вот начались вот ограничения, да, все эти бабушки у меня ушли, потерялись, и я начал делать украшения, открыл свою мастерскую по изготовлению украшений. Надеюсь, что бренд тоже когда-нибудь выстрелит, да, и будет не только в России, но и в СНГ, наверное. По словам организаторов, подобные ярмарки дают возможность мастерам и умельцам представить свои работы более широкой аудитории, привлечь новых покупателей, да и просто пообщаться или обменяться опытом. На ярмарке «Город мастеров» представлены работы как опытных, так и начинающих мастеров. Огромное разнообразие украшений в национальном стиле, сувениров и оберегов. Ярмарку можно посетить в выходные с 2 до 8 часов. Надежда Кузнецова, Виктор Дьячковский, Якутск. А теперь давайте перенесемся в Грузию, где живет не менее интересный и уникальный мастер – художник Гела Ликашвили из села Санавардо. За всего лишь год работы он создал уже 13 произведений, превращая жесткий материал, то есть обыкновенную проволоку, в настоящее произведение искусства. Среди работ скульптура ангела, карта страны и фигуры птиц, павлина и орла. Вдохновение художник черпает из окружающего мира и своих мыслей, а процесс создания требует особых навыков, терпения и физической выносливости. Художник отметил, что работа с металлом – это сложный и требующий усилий процесс, но он продолжает совершенствоваться. В будущем он планирует открыть собственную художественную школу для обучения детей уникальным техникам работы с металлом. И вот на такой красивой ноте мы завершаем наш эфир. Увидимся с вами завтра вновь на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Всех с добрым утром!